Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 4 апреля, понедельник, 19:07 в Якутске. И вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда по понедельникам, как всегда в прямом эфире, мы рады принять ваши звонки. Телефон 35 33 10, вы видите его на своих экранах. Мы, как всегда, рады общению с вами. Сегодня у нас в гостях министр связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия Александр Борисов. Александр Ильич, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер, дорогие телезрители. Александр Ильич, я знаю, вы недавно вернулись из Москвы, где встречались с министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым. И у вас есть хорошие новости. Поделитесь, пожалуйста. Действительно, мы в этом году провели уже у министра второе совещание. И в апреле месяце будет уже третье по счету. И это уже завершающее совещание по одному очень важному и крупному социальному проекту для Якутии. Это строительство оптоволокна на западный регион Якутии. Это на участке Нижний Куранах, Алекминск, Ленск, Мирный. Вот на этом совещании мы пришли все к единому мнению, намечены определенные уже такие участки работ, ответственные, примерные сроки строительства. Да? И мы сейчас уже уверены, что в этом году этот объект будет построен. Да. И город Мирный, город Ленск и Алекминск, они будут уже пользоваться высокоскоростными каналами связи. А в следующем году планируется еще достраивать, вот замыкать вот этот вот круг, да? Да, значит, мы сегодня находимся вот на этапе подписания меморандума между двумя инвесторами, которые также будут работать на участке уже из Якутска через зону Вилюйских улусов на город Мирный. Здесь будут работать два инвестора. Первый инвестор от Якутска до села Верхневилюйск с началом строительства в 2016 году и завершением участка Якутск-Бердигистях в этом году. В 2017 году уже эта линия будет доведена до села Верхневилюйск. Второй инвестор в этом году проектирует линию на участке город Мирный, село Верхневилюйск. И от города Мирного наверх на Чернышевский удачный. Да. Вот. И начинает строительство от Мирного до Верхневилюйска в 2017 году и завершает в 2017 году. Вот такой меморандум мы готовы подписать. Сейчас определенная проработка идет, согласование идет этого документа, очень важного для нас. И я думаю, что мы в апреле будем готовы подписать и этот меморандум по вот таким также очень важным для нас объектам зоны Вилюйских улусов. Вы говорили, что еще пару лет назад представить такое, в общем, было достаточно сложно. И так совпали очень многие причины, да, причинно-следственные связи возникли, что именно в этом году стало такое возможно? Ну, прежде чем вот ответить на этот вопрос, я еще скажу, что сегодня у нас строится линия из Якутска в Магадан. Сейчас она дошла практически до села Чурапчи. Вот. Далее в апреле у нас по этой линии будут работать дополнительно еще 3 бригады. Это с 0-го километра, то есть с реки Алдан в сторону Хандыги пойдет вторая бригада. Третья бригада пойдет от села Уснеры, поселка Уснера. И 4-я бригада будет уже работать в Магаданской области. В этом году, в августе месяце, мы планируем завершение строительства этого объекта, пока по первому этапу, на участке до границы Магадана. Вот это очень такой для нас важный объект. Также там будут обеспечены Аймякованский, Тампонский, и, значит, Чурапчинский, да, и Татинский улусы, да, и часть Мегино-Кангаласского улуса. Кроме того, мы завтра подписываем с администрацией
у Селданского улуса соглашение по строительству от волоконно-оптической линии от села Тюнгюлю до села Барагонцы. И также завершением строительства в этом году. Ну, почему столько объектов, значит, это ваш вопрос, и Да. почему именно сейчас? Вот сейчас те бизнес-кейсы, так называемые, да, то есть тот бизнес, который сегодня в тех или иных райцентрах может начать вести какой-то инвестор, какой-то Александр Ильич, оператор. я вынужден прервать. Мы продолжим наш разговор после рекламы. У нас реклама на нашем. Мы вновь в эфире. И пока была реклама, раздался звонок от зрителя. Давайте, Александр Ильич, его примем. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города и ваш вопрос гостю. Алло, здравствуйте, Александр Ильич. Меня зовут Иван, город Якутск. У меня вот такой вопрос. До Сунтарского улуса когда оптоволокно дойдет? В каком году? До Сунтарского? Да, до Сунтарского. Вопрос Спасибо за понятен. вопрос. Спасибо за вопрос. Сунтарский улус – это 17-й год, я уже говорил про это, да, это инвестор номер 2, примерно мы так называем. После подписания меморандума компании будут известны уже, наши жители будут знать, кто где строит. Вот. Он начнет строительство в 2017 году, из Мирного пойдет в сторону Сунтар, Нюрбы, Верхний Вилюйск. 17-й год. Возвращаясь к тому вопросу, на котором были вынуждены прерваться. Давайте продолжим. Значит, первое. На самом деле, вот сегодняшний кризис, он не только нам какие-то вызовы, да, дает, но в том, кроме того, он дает нам определенные возможности. Да. Вот, что из возможностей? Первое. Сегодня мало кто ведет стройки, поэтому достаточно свободны подрядчики. Они готовы за меньшие деньги строить. Те заводы, которые изготавливают оборудование, те заводы, которые сегодня производят оптоволоконные кабели, они также не загружены под стопроцентную мощность и готовы очень быстро все это делать. Кроме того, в Якутске у нас за эти годы сформировался хороший рынок. Интернет здесь достаточно дешевый. Если 2 года назад мы бы вот такой бизнес-кейс представили какой-нибудь компании-инвестору, они бы просто сказали: ребята, мы к вам не идем, у вас абсолютно невыгодно работать. Сегодня совершенно другая картина, поэтому вот рынок сам диктует, и сегодня нам нужно не упускать эти возможности, а как раз оборачивать их для нашей пользы. Зритель интересуется, давайте повторим просто, да, когда до Ленска дойдет оптоволокно? До Ленска в 2016 году. В этом году? Да, в этом году. Мы еще раз говорим об этом, о том, что в этом году дойдет оптоволокно до Ленска. По тарифам, если говорить, но они будут все-таки всегда тарифы, когда интернет приходит, оптоволокно приходит в какой-то город, ну, они немножечко завышены, Конечно, они да. потом опускаются. Собственно говоря, это всегда так. Ну, это закон рынка, Да. да, здесь от этого не уйти. Они, конечно, будут намного ниже, чем сейчас, чем спутниковые, но все же, конечно, некоторое время чуть выше, чем в Якутске, и так предполагают инвесторы, конечно. Но все же это будет хорошие скорости, и тарифы, конечно, намного ниже, чем сейчас. Хорошо. У нас есть звонок. Давайте примем его. Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте ваш вопрос гостю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос Александру Ильичу, да? Да. Глава поселка Артасур, в 2016 году, да, в первом квартале должно было подключиться цифровое телевидение. Это когда будет подключаться? Вопрос такой. Про цифровое телевидение. Спасибо за вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Во-первых, апрель месяц это практически 70-80% объектов по цифровому телевидению будут смонтированы, и в том числе и горный улус, да,
Поэтому мы считаем, что прогнозируем, что к лету вот Артасур там и другие населенные пункты, оставшиеся населенные пункты горного района, они уже будут в эфире. То есть в течение там, Да, осталось нескольких несколько месяцев. да. Мы подойдем еще потом попозже, ближе к концу программы, к цифровому телевидению. А пока у нас есть еще один звонок. Давайте его примем. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте ваш вопрос. Усмайский вуз, Атлас Иван Михайлович. Здравствуйте. Сейчас строится до Усмаев круглогодичная дорога. Как раз удобно там проложить вот кабель вместе с дорогой. Вы планируете до Усмаев довести? Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос, потому что все вот такие дела нужно делать своевременно, и человек, который достаточно прагматичен, он говорит, что нужно так делать. Мы предлагаем сегодня вопросы строительства оптоволокна до Усть-Маи. К сожалению, пока инвестора нету. Сегодня до Амги уже оптоволоконная линия есть. Далее мы работаем над этим, надо сказать, но пока мы не можем найти инвестора и не с кем вести переговоры. Понятно. Да. Понятно. Давайте еще один звонок примем. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте ваш вопрос. Добрый день, меня зовут Александр, и я хотел бы узнать, кому будут принадлежать эти оптоволоконные линии связи, и кто будет их обслуживать, и что нужно для того, чтобы с ними работать, или это нужно обращаться только к Ростелекому? Спасибо за вопрос. Спасибо. Кстати, хороший вопрос. Кому будет принадлежать и кто будет работать с ним, да, с оптоволокном? Конечно, в сторону Мирного от Нижнего Куранаха через Ленс, через Алекминск, там мы арендуем логические каналы от энергетиков. Линия эта будет принадлежать энергетикам, но каналы будут арендовать все наши 3 сотовых оператора и, естественно, Ростелеком. Те линии, которые я говорил по зоне Вилюйских улусов, они, конечно, будут принадлежать инвесторам. Вот. И, естественно, они строят именно для этого, чтобы делать бизнес на этих участках. Конечно, они будут принадлежать этим компаниям. Вот. Поэтому мы озвучим, какие компании уже, наверное, в конце апреля, когда будет подписан меморандум по уже конкретным действиям по строительству ВОЗ. У нас теперь есть вопрос по Тампонскому улусу. Что с Тампонским улусом? Вроде бы я говорил, Говорили. но просто наши телезрители хотят еще раз убедиться. Тампонский улус – это лето 2016 года. Лето 2016. Я надеюсь, все услышали. Будьте добры, давайте еще один звонок примем. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте ваш вопрос гостю. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это с Кобяйского улуса? Да, пожалуйста, ваш вопрос. Это вот насчет связи. У нас центр, связь вообще плохая, да? И Мегафон, и МТС. А в деревнях, тем более, вот 2 деревни, Богодя и Арылак, вообще нету связи. Собственно, вопрос, касающийся сотовой связи, понятен, да. Спасибо за вопрос. Нельзя говорить, что вообще нету связи, то есть фиксированная связь там есть. Мы как раз послезавтра, в среду, организовываем коллегию как раз в поселке Сангар Кобяйского улуса. Выезжаем всем активом министерства, и будут принимать участие из других министерств. Будем как раз обсуждать вопросы развития инфраструктуры связи в Кобяйском улусе, и мы постараемся там ответить на все их вопросы. Жителей. Цитата, взятая с сайта Минкомсвязи Российской Федерации. Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 1 миллион человек. Ежемесячный прирост превысил 1 миллион человек. Много. А как с этим дела в республике обстоят?
Ну, я веду мониторинг вот, с октября 2014 года. Да. Тогда у нас было зарегистрировано 26 тысяч пользователей услуг, да, на портале. Сегодня мы порядка 150 тысяч имеем. И очень большая динамика мы наблюдаем вот за последние несколько месяцев. Это декабрь, январь, февраль, март. Мгм. Вот, там Конец 15-го, начало 16-го Да, года. конец 15-го, начало 16-го года, и очень хорошая динамика. Мгм. Мы по рейтингу также поднялись достаточно, так где-то в середине уже Да. находимся. Вот, но Цифры назовете какие-нибудь? э, По приросту, да? да, по приросту вот 150 тысяч, 150 это, тысяч, да, да. 150 тысяч человек уже вот 70-80 тысяч за последние 4 4 месяца. месяца получается, Где-то так. да. Мгм. Хорошо, и вот она, цифровизация телевидения. Как она, собственно говоря, движется в республике, когда 95% населения республики будут охвачены хотя бы одним цифровым пакетом? Я только что провел совещание с участием инвестора, это компания Транстелеком, заказчика, это российские телерадиовещательные сети, они вместе со мной приехали сюда для того, чтобы вот все вот на месте посмотреть, как дела идут, да. Вот на самом деле в 2016 году мы к этому показателю уже приблизимся. Я не скажу, что мы все сделаем, но 95% практически, за исключением, возможно, нескольких объектов, по Да. которым может есть какой-то определенный риск, мы в этом году с этой задачей должны справиться. И у нас есть очень хорошие к этому Александр Ильич, основания. спасибо за то, что были у нас в гостях. Мы заканчиваем программу. Напоминаю, что в гостях у «Арены событий» был Александр Ильич Борисов, министр связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия. Всего вам доброго, до завтра, до свидания.